все, доброе утро. Проснулись. На улице вообще кайфец. Дождик всю ночь шел. Сейчас тоже чуть-чуть покапывает. В такую погоду только дома сидеть. Сейчас еще журналистка приедет в газету. Сюда, что ли? Угу. Ну, хорошо как. Вот, да. И вот про меня новость сделала. И это все ну, расти в этом плане. А это первый ваш тур был или... Нет, это уже второй такой большое путешествие. Уже, как я его называю, тут большое-восточное кочевье. Ну, уже знаете, да, там. Вы оделись вы лучше. Да, ничего, нормально. Вот к нам девчонки пришли с Удмуртии. Моя Удмуртия. Сейчас Увинская газета. Какая? Увинская. Увинская, да. Увинская газета. Вот. Вот, кстати, вот так вот классно сфоткать, как накрытый именно. Прикольно. Чисто для меня фотка. Вот так вот как-нибудь отсюда. Моя Удмуртия. Какую-нибудь экспозицию сделать. Просто прикольно, как будто такие накрытые. Да, сам спас нашу великую ночью от дождя. Да, я Это вещи не ваши прям не чехлы, оставила. Не. Нет. Мы просто так побросали вчера и пошли в баню. Ну, кстати, вот видно по прошлому. Тамара говорит, Косте позвонить что ли? Потом подумали, Костя, наверное, где-то устал, отдыхает. И как раз Никитка звонит. Ладно, А мы всё. вот тут встали и не знаю. А мы мимо проехали, непонятно. Тут нету же у вас что это? Есть номера. А, вот 28. Мы смотрим уже 32, а в темноте же фонарем. Да. Как-то неудобно в каждый дом Да. светить. О, спасибо. О, спасибо большое. Все, что ли, наверное. Рада были познакомиться. Да. Ребята, Взаимно. постоянно интересно. Спасибо. ВКонтакте есть друзья? Да, друзья, покажите. Ну вот добавимся, Стеснялась. добавься. И будем фотки там все. А, если эфир тоже нам можете потом скинуть будет? Запись будет у вас эфира? Чтобы скинуть, потом опубликовали мы тоже. Ну понятно. А то нам до сих пор город ФМ еще должники. Все, говорит, через полчаса, через час выложим. А есть ВКонтакте, да? Можно найти вас? Да, конечно. Ну, все, ладно. Давайте, ребята, удачи Ладно, вам. спасибо вам большое. Много вам путешествий, ярких, хороших. Спасибо. Да, спасибо. До свидания. Легкой дороги вам. Спасибо. Взаимно вам тоже. До свидания. Давайте, пока. Все. Ладно, пока. Так, что у тебя? Сумка вот эта, да, я тебе знаю, не трогай. Ладно, не трогай. Ну, Пусть она тут и обязательно. Смайлики. Ну вот все это отражать. Ага. Ну и хорошо. и фонарь этот. А вот Так он грамотно усиленная, да? автономный, просто кнопка есть, Да, наверное, да? вот такой, да он еще слабенький. его помню. Не-не-не, Вот такой вообще смачек. А, так? ну он слабенький, он вообще мигал. Так, как пульсирует Настя уже только. где-то грязи намотала. Всегда любит грязюшку Настя это собирать. Ну, колеса такие рыжие. Колеса большие, больше колеса, больше грязи. У меня меньше колес и меньше грязи. Знаете, вот украинская настала, там-то все было асфальт. Ну. Так мы туда, потом обратно, опять туда. Вон, смотри. А, вон. Засранчик маленький. Белый засранчик. Белый заяц, кролик. Васяня, давай лапай еще попробуй, что там. Позирует так. Он сказали, что про то, что забрать, он сразу свалил. Такой через забор жук-жук. Не хочет он. Дома скажет. Да, мы пойдем, и он пойдет. Вон, бежит уже. Да, вот. Тоже был, вот тут тоже, помню, красивый был. Да, ничего, там тоже нормально. Классные фотки там. Ладно. Ой, на... Ой, всю работу у всех, все бегом, да. Там лижутся они. Она, для нее он котеночек, да?
Конечно, он же сынок. Сколько ему лет сейчас? Так ему второй пошел. А, Ну, малыш. 1,5 где-то. Малыш еще, котенок только считай. Да, да, До года они еще точно котята. да, да, да. Всё. Так он и сейчас у нее сосет, если вот мы... Да? Да, котят ведь убираем, унесли, у нее уже молоко везет. Ему перепадает, она его сама зовет. Ничего себе, такой Да. здоровый, сиську сосет до сих пор. Да, да, он такой. Матясь. А, сколько? Как вернулся, вот теперь. Хорошо вообще. Все, в общем, сегодня мы остаемся. Нам сказали, оставайтесь, чего вы поедете в такую погоду, сырую, влажную, холодную. Да, думаем, еще время у нас есть до 21 числа. Сегодня 12 число, то есть еще 9 дней, а ехать нам где-то 450 километров. Поэтому время есть, в принципе. Че в деревне не отдохнуть еще? Поехали смотреть Уву. Да, сейчас Уву поедем смотреть. А то мы ночью проезжали-то не видели. О, мне еще с великом надо сделать, тормоза посмотреть. А, здесь тормозов. Да, сейчас посмотрим. Вчера ехали. У меня же тормоз, кстати, вчера-то отказал передний. Ага, видимо, этот тросика нет, уже, видимо, порвался он. Да, да, он тросик, вижу, порвался. Все. Если долго было, приедем, сделаем. Да, я потом, да, я просто смотрю, тросик порвался, оказывается. А я задние, мне нужно эти колодки подточить. Напильник же есть, да, у вас? Колодки достану, подточу. Без переднего буду ездить, бог с ним. Посмотрим, До дома. Может, там запаять надо только вот эту бабушку. А бабушка сама уже отлетела, походу. Ну что, напаем туда. Ну, ничего страшного. До дома осталось чуть-чуть. До дома прям долетим. До дома уже подножки нет, тормозов нет. Уже, ну, все на дом откладываем, короче, чтобы дома это все сделать. Педалек нет. Пещеры, кунгурские пещеры. Катается вместе. Поля запустили. Все поля вам поросли кустарниками. Это Ува. Начинается. Торговый центр там у нас. Перестань там. Экскурсия по Уве. Школа номер 4 здесь. Сколько школ в Уве? 4. 4, да? Да. 4-я школа. В каждом городе такая школа бывает. Сейчас в центр поселка доедем. Это Морская общежитие. Сейчас здесь остановимся Это у нас Дом культуры. и остановимся здесь и ненадолго. Ну вон, конечно, как без Ленина. Ленин. Дедушка Ленин. Вот площадь. Увинская площадь. Мы вчера здесь проезжали с тобой? Не, мы по другой дороге ехали, по-моему, здесь не Мы вчера проезжали. ехали поздно, у меня фонаря нет, я не Да даже если проехали, мы бы это не заметили. Нам не до этого было, холодно было вчера вечером. А вот гора, да? А это администрация, да, что ли? Ага. Эй, Знакомые. знакомые все лица. А что, может, этот? Кривички? Кривеческий, да. А что-то художественное, что-то не особо. А тут и выставка. Да, тут батик сегодня побочать батик. Да, интересно. тут разные привозят. Ну, сегодня вот просто написано, да. он Нет, видно. ну именно что вам о культуре Минского района, да, конкретно? Ну. Ну, тогда Кривеческий Ну, давайте глянем. Ой. Идите, а вот все равно здесь. Ну,
А? А, вот. Такие деревянные скульптуры, там у нас парк деревянных скульптур есть. Ага. По теме, да, кривические. Я поняла, Хорошо. вы же как бы Ну как-то, освещаете ну, вот да. Закрыто. Вот Ну вот хорошо. Нас не пустили. А мы думаем, Настя такая, варежка ходит, Да, смешных. конечно, я уже неделю варежка хожу. Мне Аня подарила. Ладно, Хорошего, я спасибо, прям с вами спасибо, да. Дружилась Спасибо уже. большое. Это, будем дружить. Спасибо, Валя. Кстати, вы Да. обязательно. Так, вы адрес ВКонтакте я добавить? Я напишу адрес. Вот Да. я не знаю, вот тебя не видела. А, ну, Вот через у него, да. Я прям тебе тогда и напишу. Хорошо. И хорошо. газету также. Там прям индекс, все дела. Все Да, все напишу, буду рад, что это. Снимай, Да? Да, у меня же блог видео свой. да. Все это так, скрытой камеры, так что нас не Ладно. зашибет. Всё, спасибо. Рада была с вами познакомиться. Взаимно. Спасибо тебе большое. Давай. Чуть ты снимай. Что мы уже в музей зашли. Ага. Здорово. Поселок наш является частью территории Удмуртской республики. Мгм. Памятники природы, вот здесь на фотографии можно Ну, у вас увидеть. нефть тоже тут, да, добывают? Вот на Да, районе всего есть, да? красное. Первое, да, нефтеместорождение. А здесь представлены чучела животных, которые были переданы в дар увинскими охотниками. Вот все чучела животных, они обитают у нас в нашем районе. Мгм. Вы можете посмотреть, пофотографировать. Хорошо, спасибо большое. Что интересно, так тоже музейчики зайти надо посмотреть. Что, сейчас снимают? А то не во всех музеях разрешают снимать. Хотя для музея это лучше, по-моему, когда можно снимать, что люди будут знать. Лиса нынче к нам приходила. Туда домой только? Или в огород? В огород. Да? Ну что, ваши эти беляки-то? Беляков ваших покушать все? Ну, Да сколько. Марусю. Ваня у нас был. Народу вообще в районе живет. Ну, так вот, удмурты. Ну, примерно 44 тысячи населения. А и народы какие? Ну, удмурты, Удмурты русские, Марицыны. немцы. Марицыны, да, чуть-чуть. Армяне, украинцы, азербайджане. Вот и приезжих уже кто-то тут. Чуваш тоже есть, да? Соседка же у вас чуваш. Ну. Ну, старые вещи. Вы можете походить, посмотреть. Да, конечно. Непонятно, пока не скажем. Да, не, конечно, тут все понятно. Что мы в музее столько побывали, что это все понятно. Это Это тут не вся тут карта А, района есть, только. у Винского, Он же да-да-да. проехал через Волось, поехал через Волос. у него тоже кругосветка была. Вот он проехал так. Такие домики прикольные. Да? Да. Ну, Когда он в школе учился, Маленькие. приехал в такую кругосветку. Захож. Сувы поехал, через Волгош, Первое Волгош, путешествие. выехал через Нову и обратно. А, сюда пойдешь в кулинарию? А, Настя, он не кушать хочет даже. А может что-нибудь нам Самое, хотя без языков разные. Ну, так, всё. не, приветствие. Салам, наверное, что-то другое, значит. Салам-то. Салам. Приветствие это? Приветствие. Тоже, да, приветствие? Да, да. А так-то привет, как по-удмуртски-то? Салам. Здравствуйте. Здравствуйте. Будь, Дечбур, вот, Да. Дечбур. Надо постоянно общаться. По-удмуртски. А у меня жена, супруга русская. Дома мы не общаемся по-удмуртски, так что язык костенеет. Ага. Поэтому я знать его знаю, но говорить уже не могу. Но понимаю, да, когда люди разговаривают,
Я все понимаю, но вот уже язык закостенел, не могу говорить сам на удмуртском языке. Да. Печалька. Да уж. Ой, это еще, знаете, осталось от чего? Вот раньше на этой территории был детский садик. А, И это вот культура, осталось, это да, ещё еще? такие перемены. Вот тут скульптурки всякие. Это в национальном, да, тут эти тоже. Вот после конкурса они вот нашли место и выставили сюда. После конкурса резчиков по дереву выставляли деньги. Подарок, да? Дар, Не зеленее, ну, конечно, надо, чтобы тут как-то было. Качелька. Да. Смут это лесной человек. Леший. Большая луча. Как в национальном удмуртском Работа, да. стиле. Леший. Леший, значит. Вот в 2010 году было это. А, Теро. теро. Тарапула. Человек делал. Теро. Ну это мудрец, наверное, какой-то, типа, старец. Вот. Это Т читается, теро. Это что такое в окресе? Это богиня как будто этого. Перевод есть. Песня реки Ва. А, Река Ва называется, а тут Ува, потому что реки поселок называется у реки Ва, якобы у реки Ува. а ва что такое значит? Ва, вода. А, ва это вода. Вода. Река Ва называется. Он подумал, едет завтра, как раз у нас занимается туризмом. Шунды мумы. О, как здорово, да? Вообще классная вот эта скульптура. Мне это нравится. Мир славить. За миром смотрящий. Чё? Классно. Ватка, но келмес. Ватка и келмес. Келмес это песня, да, получается? Калмес. Там что же калмес было написано? Ва калмес. И там грязь. Ватка это вятка, что ли? Ватка. У меня будут ночевать. А? Два человека, я обычно не знаю. Я не знаю, Здорово. Тоже вообще хороший. Вообще классный, да? И это как будто огненное язык. Вало Дуни. Вообще здорово. Мы там это послали человек. Сухомлинский ба. Сказали бы, куда остановиться. Это Сухомлинский. Василий Александрович Сухомлинский, выдающийся педагог. Мгм. Он во время да. войны был в нашу республику. Он сам родом, по-моему, с Украины. На Украине родился, работал. Говоришь, да вдруг тут записывать Никита, Да. вдруг неправильно скажешь. Нет, точно на Украине родился. Я только не помню школу эту какую. И потом вот после войны, после Этой школе. после того, как он здесь лежал в госпитале, Мгм. по выздоровлению работал директором школы. Мгм. В третьей школе. Вклад свой вложил, Да, да, вложил в вклад. развитие, обучение детей. Вот офигенная рыба. Мгм. Купаться сюда едем. Здесь как пляж, да, все купаются. Винский санаторий. Посмотрим, что здесь. Александр Иванович, вы звонили? А то я за рулем был и не успел взять трубку. Что теперь? Что?
Вот сейчас мы, оказывается, узнали, вот Анатолия Карпушкина здесь знают все. Вот, это кто смотрит серию, знает, мы его встречали, когда из Новосибирска выезжали, мужичок на старт шоссе, на старом велосипеде таком, 74 года. Вот, его все знают, он местный, Анатолий Карпушкин. Ну, он, откуда он? С Волжского района, ага. Да, Волжского района, мы там проезжать будем. Так что жалко его нет сейчас. Было бы здорово, если бы он до Владика уже доехал, вернулся. Вот здесь красота какая. Вообще вода просто стоит. отсюда ныряет. Отсюда прям? Вот кто-то Уже замочек сейчас, повесил, видишь, смотри. А тут много. А, да, тут Бортик уже такой нашли. сделали, чтобы не ныряли. Да? отсюда. А, то да? раньше пониже он был, и я отсюда У нырял. нас такого даже лучше нырять. Чё? Наверное, запретили. Еще в прошлом году ходил рыбачить, я ну что-то зиму болел, так суставы распухли, артроз был, остеоартроз. И никуда не ходил. Один раз только вышел назад. Смолой. Есть 3 километра, 6, 5,2, 10 километров разного цвета маркировка. И по какому выберете. Красная, Ну, желтая, тропа здоровья называется. зеленая, 5. И 10 раз мы уже были. Творение природы, совершение творения искусства. Вот здесь много, вон, смотрю, брусники. Я вот в прошлом году в Сибири наелся-то брусники как. Там вот людей нет, собирать некому. Там вот с дороги сходишь, вот где Забайкалье, и просто я наедался. Вообще было. Это было счастье. У меня вот Сибирь, ассоциация вот та. Восточная Много Сибирь, ягод, да. ассоциация вот этот. Еловый скланник вот этот. Ага. И брусника. У меня аж язык болел, когда я ел уже. Но вот это был кайф. Древо жизни. Вон тут все удмуртские. Донды, Сюрес. Дорога, а Донды не знаю. Донды. Иммуну. Ну, а здесь можно эти же, да? Ну, показывай. На удачу. Они подпирают небо, по которому ветер движется, солнце подбирается своим теплом и светом на небо. Ну, вот здесь все пояснение есть. И мумы. Донды. Богатырь. Богатырь. Ну, вот тут звук надо далеко, наверное.
Какой прекрасный лес. Только я заметил, все ходят парами. Люди не умеют наслаждаться тишиной. Все идут и болтают о своем, о мирском. Кажется, в таких местах это просто преступление. Даже вот мы сейчас идем вот вчетвером, но вот я иду позади, потому что в таких местах надо молчать, заряжаться энергией. Не знаю, смотрите сами. Там еще дальше, да, есть? А, вот все 10 километров, да, есть? Ну, мы тут километра прошли, в общем, там километров 10 еще вот такие скульптуры. То есть эпос, целый эпос удмуртский. Как он называется, удмуртский эпос-то вообще? Ну, вот это. Эпоса нет удмуртского или есть? Есть? Я не помню, как. Ну, там в начале написано, как называется это. А, ну сейчас посмотрим, ага. В общем, вообще здорово сделали такую тропу. И истории, ну как истории. В общем, узнаешь фольклор удмуртский. Да, да, конечно, здорово. Такая классная тропа. Очень нравится. Да, я даже не знаю, есть ли у нас в Чувашии вообще такая тропа, такие скульптуры, стоят ли по мотивам наших там, по нашей мифологии чувашской, наших преданий, былин. Я не знаю, есть ли. Вот тут удмуртов есть. Встречает нас. Да, меня любят кошки, Кася. Встречает нас с тропы. Это охраняет тропу. Самый сезон черноплодной рябины. Обожаю просто. Да, Настя? Я боярышник. Боярышник любишь? Дары осени.
Я уже съела. Да, витамины надо есть. Горшочки смотрю. И тут и так показывает. Монголию, Лаос, Китай, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и, конечно, регионы России. Велотурист отмечает, что впечатляет природа. Но самое ценное в таких поездках – это, конечно, люди. Удмуртский чувашский путешественник наведался впервые. Сейчас с удмуртами интересно пообщаться, узнать, как обстоят дела вообще с культурой, чтобы потом какие-то уроки Сидит. для сохранения культуры, языка народов. 2 месяца назад компания Никите составила Анастасия Сафонова. Журналист из Новосибирска брала у чувашского путешественника интервью. Сначала переписывались, затем решили открывать новые территории вместе. Я всегда хотела что-то необычное сделать, что-то изменить. Поэтому возможность появилась, я решила ее использовать. Подумала, если не сделаю, то буду жалеть об этом всю жизнь. В день они преодолевают как минимум сотни километров. Дорога порой дается нелегко. Ночевать приходится в палатке. Или, как это было в Ижевске, у единомышленников, которые следят за приключениями. Ну, вон Костя там. У нас очень любит Женя. велоспорт и любит путешествия. А Никита это воплощение собственной той мечты, что это свобода, это велосипеды, это познание мира. В Ижевске путешественникам в дорогу подарили чай и мед. Следующий пункт маршрута – Республика Марийская. Ирина Кропачева, Как раз Косте подарил чай и мед.